Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы поговорим о том, как обстоят дела с возвращением НДС гагаузским предпринимателям. Все вы знаете, что на 13 февраля назначено очередное заседание Конституционного суда. Вполне возможно, что может быть, что 13-го будет вынесено решение. И хочу напомнить вам, что суд объединил два заявления. Это фракции из партии социалистов и обращение Народного собрания автономии в одно производство. И это уже будет третье заседание по данному делу. В то же время предприниматели из Гагаузии до сих пор не получают возмещение за 2023 год, ну и естественно, что и за 2024 год. Уже заявляется о том, что более 20 предпринимателей сменили юридические адреса с Гагаузии на другие районы Молдовы. И чем это обернется для автономии и есть ли решение в этой ситуации, сегодня мы поговорим с депутатом Народного собрания Гагаузии Сергеем Чимпеш. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте. Ну, если коротко, ситуация вот такая, как я ее представил, то есть завтра планируется заседание Конституционного суда. Какое может быть решение сегодня, ну, сложно сказать, хотя как бы уже мы понимаем, что есть определенные предпосылки к чему-то, в том числе было очень много политических заявлений со стороны ряда политических деятелей страны, в том числе и по этому поводу, по НДСу. Но если мы будем говорить о позиции Народного собрания для Конституционного суда, потому что там, ну, во всяком случае, для меня открылись какие-то новые обстоятельства, в том числе и то решение, которое было 18 января принято судом в ответ на ходатайство председателя Народного собрания о приостановлении действий. И суд высказался по поводу того, что Дмитрий Константинов не является субъектом обращения Конституционного суда. Соответственно, Народное собрание утеряло возможность приостановить на тот момент это решение. Как идет диалог внутри Народного собрания в этом процессе? Потому что из документов, которые доступны через сайт Конституционного суда, мы видим, что есть две адвокатские конторы, которые занимались иском. В то же время есть ряд критических замечаний со стороны экспертного сообщества. Например, вот Виталий Иванович Киркчук рассказывал, что Народное собрание не приняло во внимание какие-то экспертные точки зрения и, в общем-то, не совсем подало обоснованное заявление в Конституционный суд. Сегодня каков процесс и внутри Народного собрания, и есть ли какой-то выход из сложившейся ситуации, в частности, например, по возмещению и отношению к предпринимателям? Спасибо за возможность поговорить. Тема актуальная более чем. С вашего позволения я все-таки начну сначала, чтобы попытаться, чтобы понимать всю картину происходящего. Где-то осенью прошлого года, когда мы обсуждали вопрос именно обжалования в Конституционный суд, я, в принципе, тоже участвовал в этом процессе, в том, чтобы привлечь специалистов со стороны, юристов, для того, чтобы подготовить грамотно исковое заявление. Но потом, вы помните, впоследствии заблокировали деятельность рабочей группы. Я абсолютно неведение был, что там делается. И что примечательно, руководство Гагаузии скрывало от депутатов, от меня в том числе, сам иск, подготовленный, который был подан уже в Конституционный суд. Я потом все-таки получил копию этого иска и прочитал. Могу сказать, что он, на мой взгляд, был подготовлен неплохо. Но по части приостановления данного закона, там была ссылка на то, что была нарушена финансовая автономность Гагаузии, что Гагаузия не получит какие-то 20-30 миллионов до конца года, повлияет это на зарплаты учителей и тому подобное, и просили суд приостановить. Но самое главное, вот если касаясь этого момента, расчетов каких-то детальных не было представлено. То есть, это были общие фразы ни о чем. И что хочется подчеркнуть здесь, самое важное, в законе о правовом статусе Гагаузии есть норма, которая при обжаловании, то есть которая императивная норма, при обжаловании закона, принятого законом парламента Народным собранием, данный закон приостанавливается Конституционным судом до вынесения решения. Вот
Именно на эту норму, на эту императивную норму, вероятнее всего, не было ссылки. По крайней мере, в копии этого заявления этого не видел. Потом наши коллеги говорили, что, дескать, судьи на это не обратили внимания. Я читал мотивировку по приостановлению, когда было отказано. Ни слова не было сказано именно по поводу ссылки на императивную норму закона о правовом статусе Гагаузии. Но мне кажется, что здесь халатность, потому что наши коллеги в рамках рабочей группы, мы когда это обсуждали, они об этой норме знали, мы это проговаривали. Да и, собственно говоря, потом повторная подача о приостановлении данного закона Константиновым как раз подтверждает эту версию, потому что он ведь обращался, именно ссылался на норму закона о правовом статусе Гагаузии. И то, что ему было отказано, конечно, он не обладает правом. Право обращения в Конституционный суд – это право Народного собрания. Полдела, тут, если я бы сказал, что спикер Народного собрания об этом не знает, но само заявление ведь готовили юристы. У нас там есть немалая группа юристов, я имею в виду в Народном собрании и в рабочей группе. И ну и почему? как минимум две Кто участвует, бюро. да. И почему они вот так халатно подошли, вместо того, чтобы можно было собраться еще раз в Народном собрании, вынести решение и делегировать, например, того же Константинова для того, чтобы приостановить действие данного закона. Вот как я вижу, это халатность. Почему-то непонятно скрывали от депутатов Народного собрания. Мы не знали, даже участвовали в этих процессах в рабочей группе, и я не знал об этом. То есть мы были устранены от этих действий. И как результат закон не был приостановлен, потому что фактически вариантов никаких у судей Конституционного суда не было, как приостановить закон. Они обязаны были приостановить. Здесь возникает вполне закономерный вопрос, потому что мы не знаем, каким могло быть решение Конституционного суда по приостановлению в случае, если была бы соблюдена процедура. Нет, я с вами не соглашусь. Это норма императивная, но судьи не будут копаться в законе о правовом статусе Гагаузии. Право доказывать здесь, в данном случае, это лежит на истцах. То есть Народное собрание должно было четко, юристы должны были сослаться на норму закона, на статью 12, сослаться на эту норму, и Конституционный суд приостановил бы на основании этой нормы императивной. Но коль наша сторона не представила, гагаузская сторона, судьи могли этого и не знать. То есть они могли пользоваться общими нормами. То есть юристы сослались на норму, как я сказал, что в ноябре, в декабре бюджет Гагаузии понесет расходы, которые не запланированы, и соответственно, будет нанесен определенный ущерб. И он был недостаточно аргументирован, и на этом судьи отказали. Но именно, еще раз повторюсь, если бы они сослались бы на императивную норму закона о правовом статусе Гагаузии о приостановлении, то однозначно Конституционный суд приостановил бы. Тут вариантов других нет. То есть сегодня если, это упущение гагаузской стороны. Если мы говорим о решении суда 18 января на ходатайство Дмитрия Константинова о приостановлении, где суд четко сказал, что нет решения Народного собрания, правильно. Константинов не является субъектом суда. То есть и здесь возникает вопрос, это некомпетентность всей группы, которая оказывает юридическое оформление и сопровождение этого процесса, или здесь есть какие-то намеренные действия, потому что, сложно себе представить какой-то процесс, что Народное собрание не может оформить даже документ соответствующим образом. То есть и потом мы можем говорить и заявлять о том, что Конституционный суд мы знаем, какие были заявления, там граждане Румынии и так далее, но в итоге получилось, что даже не соблюли четко те требования закона, которые должны быть. Безусловно, тут вина гагаузской стороны. Преднамеренно они делали или просто по халатности, мне трудно сказать, но это факт остается фактом, потому что с момента подачи, когда в первые 5 дней рассматривал Конституционный суд, данный закон должен был быть приостановлен. Все действия этого закона не действовали бы, и на сегодняшний день бизнес получал бы свои деньги, бизнес не ушел бы с Гагаузии, по крайней мере, до окончательного решения Конституционного суда. Вот этот промах, за это время, кстати говоря, до конца января, по словам начальника управления финансов Гагаузии, набежало 44 миллиона непогашенных сумм. Это по халатности этих людей это все произошло. Дальше. По части, я читал просто в самом иске, очень много есть ссылок на процедурные нарушения. Они есть. Надо понимать, есть ссылки на европейские, на нормы Европейской хартии местного самоуправления и тому подобное. Все это в общих чертах, фон такой формируется, правильно положительный, в поддержку Гагаузии.
Но надо понимать, что тут вопрос лежит в политической плоскости. Мы это понимаем. Если бы это был бы обычный процесс в обычном суде, то, возможно, по процедурным нарушениям могли бы принять решение. Но надо понимать, что здесь вот именно политическая мотивация, она доминирует, и из-за процедурных нарушений я думаю так, что из-за этого закон не отменят. Я убежден немножко в другом. Я убежден, что закон не отменят по причине, опять же, неподготовленности гагаузской стороны. Объясню почему. Что рассматриваем в данном случае? Возмещение НДС, налог на добавленную стоимость. Да? Это вот соль вопроса, это НДС. Гагаузская сторона не смогла предоставить нормальные расчеты, доказательства для того, чтобы, как вам объяснить, вот как некий, его нужно было как бутон раскрыть по лепесточкам, доказать. То есть если в первой части по процедурным моментам мы не можем и понимаем, что решение может быть политико-мотивированным, то вот тут нужно было доказать и не оставить никаких шансов для судей, как отменить этот закон. Что нужно было сделать? Нужно было собрать бизнес гагаузской стороне, не пинать ногами, как они это сделали, отогнали, собрать бизнес, объяснить проблему и попросить, изменить отношения, попросить у бизнеса помочь. Потому что данные, которые нужно было предоставить в суд, этими данными не обладает исполнительная власть Гагаузии. Эти данные даже недостаточны в налоговой службе. Эти исчерпывающие данные есть у бизнеса. А именно, предположим, нужно было, я им об этом говорил, предположим, берем 20 компаний, ну, образно говоря, там 80%, 70-80% возмещения там, этих компаний. Берем крупные компании, пригласить их нужно было, эти компании, объяснить проблему, попросить, чтобы они помогли. Чтобы они представили, исходя из своих примеров, лучше всего там, за 23, за 22, за 2 года, предоставить акты налогового контроля по возмещениям и предоставить к ним приложить расчеты, приобретенные НДС Гагаузии и приобретенные за пределами Молдовы. То есть, приобщив, собрав свод этих документов, у гагаузской стороны были бы исчерпывающие доказательства. Я для нашей аудитории 2 секунды, чтобы было понятнее. Да. То есть сегодня в Гагаузии, вот если мы уже говорим о механизме, возникла ситуация, которая весь НДС, который должен был быть возмещен, был представлен налоговой инспекцией для возмещения в казначейство. Да. У исполкома нет таких средств, но проблема состоит еще в том, что, например, часть НДС уходит в бюджет Гагаузии, а часть НДС возмещения уходит в другие регионы Молдовы. Например, если закупается продукция, там, тара или еще что-то в каких-то компаниях в других районах. Я так понимаю? Немножко не так. Можно я разъясню? Да. Смотрите, объясняю. Нужно было собрать бизнес, попросить исчерпывающую информацию. Бизнес представил бы акты налогового контроля по возмещениям за 2 года и дал бы расшифровку. Приобретенные товары в Гагаузии, то есть НДС, который уплачен был в Гагаузии, и приобретенные товары за пределами Гагаузии, где НДС был уплачен за пределами. Условно говоря, я покупаю товар, допустим, в Аргееве, допустим, купил за 1 200 000 евро, я 200 000 евро заплатил НДС в республику. Понятно, да? Так вот, эти расчеты нужно было предоставить точные, да, со стороны бизнеса, и собрав свод этих документов, у гагаузской стороны были бы исчерпывающие доказательства для судей. Мы показали бы, что Гагаузия формирует НДС, приобретает в пределах Гагаузии примерно 15%. Это примерно такой порядок цифр есть. За 22 год, примерно за, допустим, 23 год, примерно такой же порядок цифр. И в этом случае, когда законодатель, в данном случае парламент, обязал вместо 15% возмещать 100%, этот закон бы, конечно, был бы отменен. 100%. Никаких вариантов не было бы Конституционного суда. Это не сделала гагаузская сторона. Вот это, опять же, либо халатность, либо недоработка. И в этих условиях, даже когда осталось несколько дней, неделю назад, я с ними разговаривал в кругу руководства Гагаузии, я им сказал об этом. Они говорят, у нас данных нет. Я говорю, так, конечно, у вас нет, потому что вы же пинали, вы же бизнес отогнали, вам просто так никто информацию не даст. То, что вы запросили по старинке, это одно. А нужно было попросить бизнес помочь. Но со своей стороны вы обязаны были возместить бизнесу, потому что эти деньги не ваши, эти деньги принадлежат бизнесу. Вот это отношение разрушило все. Я, допустим, всю надежду на то, что это можно решить.
Сергей Иванович, то есть примерно, я так понимаю, и Виталий Кирилчук говорит примерно об этом же, что, ну, вот вы сказали 44 миллиона на конец января, то есть, и он тоже называет, что примерно сумма к возмещению это, ну, где-то в пределах 20, максимум 25% из этой суммы, которая должен возместить бюджет Гагаузии. То есть из 44 миллионов мы можем, ну, очень условно назвать, что это приблизительно 10 миллионов. Остальное должно быть возмещено из республиканского бюджета. И, кстати, примерно такой же принцип прописан в этих изменениях, которые были внесены в налоговом кодексе. Нет, неправильно. Но там написано, что субсидарное отношение к бюджету. Нет, извините, нет. Вот нужно было как раз доказать. Вы правильно сказали. Здесь нужно доказать. И если вот сам принцип закона, если и возмещать по правильному, потому что мы-то, в принципе, этот НДС, он у нас формируется, если в Гагаузии, то Гагаузии эти 15 или 20% должны возмещать. То есть в годовом исчислении, если 120 миллионов сейчас возлагается на нас, то это была бы цена вопроса 15 или 20 миллионов. То есть если бы был бы принят такой закон, у нас спора не было бы никакого. А в данном случае вместо 15% на нас возложили обязанность возмещать 100%. Это неправильно, это несправедливо. Это на самом деле дискриминационный закон, но он на самом деле политико мотивированный, но гагаузская сторона должна была доказать. Вот с нашей стороны, доказывающая сторона, я не хочу сейчас умалять что-то достоинства, но не было специалистов, владеющих, которые обладают знаниями в области экономики, формирования НДС. Ведь, вы понимаете, НДС – это специфичный закон. Тут нужно понимать, как он работает. Даже судьи этого же не знают. Тут нужно было доказывающей стороне знать, как он формируется, и не просто об этом говорить, но нужно предоставлять расчеты. Расчеты, то есть как в математике доказываешь, нужно было представить расчеты доказательные, чтобы на 100% вопрос решить. Это упущено. Что касается еще этого вопроса, касательно, есть еще, оказывается, одна проблема, это то, что бюджет Гагаузии и закон о местных публичных финансах автономии не предусматривает полномочия для исполкома Гагаузии по такого полномочия, как возмещение НДС. То есть это еще одна проблема, почему исполком не может выплатить эти деньги, так как у них нет на это полномочий и соответствующих ни решений ни со стороны исполкома Гагаузии, ни со стороны специализированной комиссии Народного собрания в адрес депутатов не поступало. То есть таких изменений не было внесено в гагаузское законодательство. Это ошибочно. Это ошибочно. Внесли? Нет, это ошибочное мнение. Вот то, что вы сейчас говорите, это неправда. То есть есть такое полномочие? Нет, полномочия есть. Я хочу сказать, смотрите, мы сейчас не говорим о том, что, еще раз, чтобы все понимали меня четко, я этот закон не поддерживаю. Я боролся в рамках рабочей группы от начала до конца и отстаивал аргументированные интересы Гагаузии. Но с учетом того, что закон вступил в силу с 1 ноября, налоговый кодекс, он обязывает Башкана Гагаузии его исполнять. Это первостепенно. То, о чем вы говорите, да, и потом еще вносить поправки в бюджет Гагаузии, это уже второстепенно. Это уже коснется исполнения бюджета Гагаузии, может быть нарушение по исполнению, поскольку нарушится именно расходная часть. Но первоочередная задача здесь заключается для Башкана, для Гагаузии, исполнение налогового кодекса. Это стоит выше. Не нужно ничего прописывать. И кстати, об этом говоря, уже продолжим, да, что из этого вытекает. Из этого вытекает очень серьезная проблема. Я ведь, кстати говоря, пару месяцев назад, еще где-то на заседании Народного собрания, когда госпожа Дойчева крутила хороводы вокруг того, что они не хотели платить бизнесу, я ей сказал тогда, что складывается такое мнение, что кто-то сознательно, понимая, что неисполнение закона, сознательно подставляет Башкана под ответственность за неисполнение закона. Здесь ведь проблема заключается в том, что администратор бюджета обязан исполнять. На конец января, на конец декабря таких платежных поручений было, по словам той же Дойчевой, 155 платежных поручений. На конец января, наверное, уже больше 200. Каждое неисполненное платежное поручение, то есть... Это юридические последствия. Это юридические последствия, это нарушение закона. Причем это нарушение сознательное. Должностное лицо сознательно его нарушает. Что из этого вытекает? А вытекает ведь следующее. Ведь надо понимать, что вытекают последствия. За это время ведь набежали очень огромные штрафные санкции за неисполнение.
Допустим, на сегодняшний день я могу сказать, что цифра штрафных санкций уже набежала, наверное, больше миллиона, это точно. Вот есть порядок, да, устанавливается по базисной ставке, установлен Национальным банком на 1 ноября. И он устанавливает с будущего года, какая ставка применяется по тем или иным налогам. В частности, медицинское страхование и значит, соцфонд, там тарифы очень высокие, там ставка очень высокая, там 0,1% за день просрочки. В годовом исчислении это равно 36%. Вдумайтесь, 36% годовых. По другим налогам, там подоходный налог, там дивиденды и тому подобное, там чуть меньше 0,03% в день. Это, если быть более точным, 0,0273% в день. В годовом исчислении это 10%. Так вот, эти проценты Вы работают. говорите о последствиях для предпринимателей, потому что они не получили это возмещение. Я сейчас завершу мысль, да, чтобы понимали. Предприниматели, смотрите, у них есть возмещенные суммы. Предприниматели подали заявление, куда направили налоги. Налоговая направила платежные, то есть на исполнение этих платежных поручений в казначейство, но Башкан их не исполняет. Но система расчетов, которая внедрена, ее можно видеть в реальном режиме времени, она считает каждый день. И она сегодня считает долг. Как только они будут погашены, когда будет решен вопрос по погашению, либо компании, которые ушли с юрисдикции Гагаузии, деньги получат, расчет по этим процентам приостанавливается. Но за этот промежуток, вот сколько там набежало, кто-то же эти деньги должен платить. Да? Чтобы понимали, вот пример даже по моей компании, на сегодняшний день я примерно посчитал эти штрафные санкции, вот эти пени, проценты, где-то на уровне 130 тысяч лей. Я их все равно предъявлю, как только вот я их предъявлю налоговой инспекции. Но принцип работает так, что, например, налоговая может в инкассовом порядке с предприятия снять эти деньги независимо от возмещения в какой-то определенный момент. Но здесь-то проблема другая. Здесь-то как раз, значит, добросовестно исполнили обязательства налогоплательщики. У них суммы есть возмещенные, но бюджет Гагаузии их не возместил. Кстати говоря, вот по этому вопросу задал же наш представитель Георгий Ильич, представителю правительства на заседании Конституционного суда. Он же задал вопрос, кто будет возмещать издержки за бизнесу, вот проценты и тому подобное. Надо признаться, представитель правительства, он очень четко аргументировал свой ответ. Он сказал, ответственность ложится на виновное лицо. Это раз. И погашаться будут с бюджета Гагаузии. Он очень точно определил. Виновное лицо у нас по закону администратор бюджета Башкан Гагаузии. А ответственность это ложится на бюджет Гагаузии. То есть бюджет Гагаузии будет компенсировать эти расходы. Я сказал на примере только моей компании. А так соберется, наверное, 1,5 миллиона или 2. Что это означает? Должностное лицо нарушило многократно свои обязанности, то есть отказ от исполнения своих обязательств, ее действия привели в ущерб в огромных размерах. Это же плавно перетекает в плоскость уголовного разбирательства. Я об этом напоминал и предупреждал начальнику управления финансов. Я об этом предупреждал Башкана Гагаузии в начале января, когда я с ней встречался, я об этом сказал, чтобы она подумала об ответственности, чтобы они исполняли перед бизнесом. Видно, что как бы не услышал. Так вот, прокуроры, когда будут разбираться, они не будут рассматривать сущность закона. Хороший он, плохой, дискриминационный или нет. Они будут рассматривать на предмет его исполнения или нарушения закона. А тут нарушение закона налицо с донесением огромного ущерба. Сергей Александрович, вы и ряд ваших коллег не голосовали за поправки в бюджет 2023 года, в том числе и по 2024 году. Но эти суммы, да, я понимаю, что когда исполнительный комитет выступает публично или на заседаниях, все время ссылается на то, что налоговая инспекция не выдает им информацию. И безусловно, что сегодня, наверное, в части такая проблема существует, но как минимум был вариант, о котором вы говорите, попросить помощи и содействия у предпринимателей. То есть можно было при желании как минимум хотя бы примерно разобраться в этом вопросе и понять, какова будет сумма. Но ведь исполнительный комитет вообще даже и не пытался инициировать вопрос о внесении каких-то поправок в бюджет в этой части. И при этом большинство в Народном собрании проголосовало за такой бюджет, понимая, что такая ситуация наступит, безусловно. То есть она не заставила себя долго ждать уже в январе месяце. И здесь
извините, но возникает вопрос не к вам лично, потому что вы об этом говорили, и ряд других ваших коллег говорили об этом. А будет ли нести за эти действия депутатское большинство, которое голосовало за эти моменты, понимая, что это приведет к определенным финансовым последствиям в бюджете автономии? Ну, гипотетически, может быть, ответственность и возложена, если начнется уголовное разбирательство и на депутатов Народного собрания, которые голосовали. Ну, я говорю гипотетически, хотя не вижу, что вот коллективно как-то их могут привлечь, но, условно говоря, как было с референдумом, когда прокуратура возбуждала дело против депутатов, что в таком-то роде вполне себе может быть. Но я не вижу тут какого-либо решения по отношению или против депутатов, ну, по части, допустим, каких-то санкций, условно говоря. Я лишь сказал по части администратора, Башкан подпала именно под ответственность. И это очевидно, это ясно как божий день. И вот эти советники, окружение, они ее просто подогнали, подвели под монастырь, ну, просто подставили. Сознательно это сделали или нет, я не знаю, но факт остается фактом. И в этой ситуации ведь нежелание людей, там, ну, к сожалению, достаточно некомпетентных людей, которые, в общем-то, не разбираются в этих моментах, и волей судьбы они оказались на тех или иных должностях, они считают, что они некие вершители судеб. Там громко говорящие головы заявляли, там решали, кто платит, кто плохо платит или хорошо платит, хотя это не их компетенция. Понимаете, по части вот вашего вопроса, что Гагаузия не обладает компетенцией налогового администрирования, ну, на данном этапе это и не нужно. Вот пусть налоговая занимается собой, каждый должен заниматься собственным делом. Здесь нужно было просто исполнять. Мне ведь тоже не нравится, на протяжении многих лет были разного толка, даже на примере личном, что накладывались аресты через левые заявления, да, вот и по имуществу. И пока ты разбираешься, да, вот там проходит время длительное, год, два, три, пока ты доказываешь, всем очевидно, что вот пока ты его не отменишь, но пока ты его не отменил, ты исполняешь это судебное решение, потому что если ты завтра продашь это имущество, тебя привлекут к уголовной ответственности. Здесь ведь то же самое. Даже не важно, какое решение будет Конституционного суда завтра. Даже если закон отменят, вот этот промежуток времени, 100 дней примерно, да, вот, считайте, да, на сегодняшний день. Он никуда не денется. Неисполнение, да, он никуда не денется. Та система, машинка расчетная считает, как я вам сказал, в режиме реального времени. Кто эти суммы скомпенсирует? Тот же миллион, полтора или два. Кто возьмет на себя ответственность их списать? Ведь я однозначно, не в плане того, что я этого хочу, но мне санкции применят именно по отношению ко мне, я их, соответственно, предъявлю налоговую службу, а в налоговом кодексе прописано, что налогоплательщик предъявляет те расчеты по процентам налоговую, налоговая служба проверяет их и утверждает, и в платежном поручении направляет их на погашение казначейства. В данном случае они пойдут на погашение из бюджета Гагаузии. Неважно, какой это бюджет. Бюджет Гагаузии, республиканский бюджет – это публичный бюджет. И кто-то должен отвечать за это, а за это будет отвечать администратор бюджета. Сергей Александрович, вот говоря сегодня о политической ситуации немного, то, что сложилось в автономии, на прошлой неделе вот мы видели попытку массово отмечать десятилетие референдума 2014 года. Все также продолжается конфронтация с Кишиневым, и, наверное, может быть, в некоторых моментах еще больше идут на обострение этой ситуации, в том числе, как бы мы видим в определенных моментах. Заявление о том, что в Гагаузии могут быть заблокированы референдумы и президентские выборы, тоже звучали от ряда представителей Народного собрания. На ваш взгляд, сегодня есть ли предпосылки к тому, чтобы как минимум возобновить диалог? Ну, мы понимаем, что есть определенная позиция в Народном собрании, есть влияние Шора, которое осужден в Молдове на исполнительный комитет и Башкана Гагаузии, и от этого тоже никуда не уйдешь, то есть это абсолютно очевидный факт. Но сегодня абсолютно ясно, что в любом случае нужно начинать разговаривать, потому что уже есть тупик во всех отношениях, связанных с Гагаузией, как в дипломатическом, политическом плане, так и в экономическом. Я не участвую в этих процессах, поскольку реальность такова, что да, при всем при том, что там кто кого-то там
Устраивает, не устраивает, это как бы позиция каждого или там людей, но жить-то надо. Вот мы обсуждаем проблему насущную, что Гагаузия реально потеряла деньги. Потеряла очень серьезные деньги, ну как минимум 120 миллионов в год. Я сказал, даже то, что компании сейчас ушли, мы в политическом плане потеряли. Я свою компанию тоже вывожу, потому что мне заблокировали работу. Невозможно работать так, понимаете? И в политическом плане, и в финансовом плане. Даже если компании ушли, они сейчас будут платить налоги. Там, Подоходный? Да, подоходный налог да, от зарплаты, дивиденды. Это огромные, Да. ну, для бюджета Гагаузии это огромные деньги. Эти деньги будут уходить в другие районы и в республику. Ну, я приведу пример, могу ошибиться, но, по-моему, около более 200 миллионов в бюджет Гагаузии центральный компонент управление финансов всегда закладывает с подоходного налога. Ну, смотрите, с подоходного налога от прибыли 206 миллионов по этому году. Не факт, что, смотрите, объясню. В этом году, во-первых, этот показатель был завышен. Я примерно рассчитывал, что, допустим, этот показатель мог быть равным примерно 120 миллионов. Исходя из того, что в прошлом году зерно было, то есть зерно было не так уж много, но цены были низкие и все остальное. То есть примерно порядок от прибыли, ну, дай бог, что было бы 120 миллионов. Не 210, как они запланировали, а 120 миллионов. Второй момент. С учетом того, что сейчас компании ушли, крупные компании. Крупные. Да. Минимум половина этих денег еще уйдет. То есть получается из налогов запланировано 206 или 209 миллионов, Гагаузия получит в лучшем случае 60-70 миллионов, 50. Вот вам, пожалуйста, разница. Компаний здесь нет. Более того, есть налог, подоходный налог от прибыли, вы сказали, это от предпринимательской деятельности. Но есть налоги от зарплаты, дивиденды и так далее. Все это уходит с Гагаузии. Гагаузия просто потеряла огромные деньги. То есть даже по налоговому году финансовому сейчас, если Гагаузия сталкивается с проблемой невыплаты НДС, то есть 44 миллиона, то вот эти все последствия после вывода, они дадут свой эффект в лучшем случае к концу года. На протяжении года, На да. протяжении года. То есть к маю уже более-менее будет уже понятная ситуация, потому что будет недоимка по ряду статей бюджета, если сегодня речь идет о более 20 крупных предприятиях. То есть, по сути, Гагаузию ждет полное финансовое банкротство. Но все к этому идет. Дело в том, что я объяснял на заседании, последнем заседании Народного собрания, я об этом говорил в узком кругу с предпринимателями, с властями Гагаузии еще в декабре месяце. Я им говорил о том, что нужно изменить правила, да, по отношению к бизнесу. Вот, пожалуйста, последствия. Есть решение вопроса, как деньги вернуть законно. Я знаю, как их вернуть, но не при таком раскладе, не при таком отношении. И потому что и остался бы бизнес, и производитель все осталось бы в Гагаузии, и деньги не потеряли бы. А так получается, что компании ушли, да, поменяли юридические адреса, но теперь получается, что власть для кого, если бизнес этих производителей, крупных винодельских компаний и так далее, перерабатывающих здесь нет. Вот юридических здесь нет. И вместо того, чтобы решать вопрос, они действуют по принципу, что не отдавать. Им не важно, что будет, не отдавать, потому что им что-то нужно сегодня. Так вот, то решение властей Гагаузии, оно более губительное, чем просто если бы возмещали бы НДС. При том, что я говорю еще раз, есть решение вопроса, я об этом говорил, но на встрече, вот буквально там неделю назад, я им говорил о том, что мне нужны гарантии того, что если этим вопросом будем, ну, как бы я буду заниматься этим вопросом, что я смогу нормально этим вопросом заниматься. Потому что, ну, есть достаточно много причин, когда просто-напросто отодвигали в сторону. И вот на примере того, что вы сказали по части того, что даже как это все-таки, как решать, как возобновить политический диалог с Кишиневым, так, а что делать-то? Вот ну, наши отказались, и что дальше? Это же было глупейшее решение. Вот сейчас мы увидим, я не хочу быть неким как пророком, да, но вероятнее всего, что нам откажут. Ну откажут, и что дальше? Что дальше? Вот откажут, вот закон вступит в силу. Что дальше? Что-то же нужно делать. А возобновлять работу рабочей группы нужно, потому что там нужно доказывать то, о чем я говорил, да? Нужно здесь собирать бизнес, выстраивать отношения, собрать документы, и там приглашать экспертов и доказывать, что, слушайте, вы внедрили закон грабительский, он дискриминационный, посмотрите расчеты, мы вам доказываем. И там доказывать для того, чтобы они, например, в какой-то перспективе этот закон изменили.
Мы понимаем, что в эти политические взаимоотношения, политический вопрос, он как бы самый важный именно по части того, что, ну, какая у нас конъюнктура сегодня, но тем не менее это вопрос жизни. С кем об этом говорить, я не знаю. Инициировать восстановление данной рабочей группы я не собираюсь. Ну, у нас, вот видите, шаг за шагом принимают решения, которые, в принципе, приводят Гагаузию к тупику. Подождем решения. Вы и видите дальше какие-то уже... предпосылки со стороны большинства в Народном собрании и руководства автономии, исполнительную власть в лице Евгения Гуцу к тому, что вся эта ситуация как будто подводится к тому, чтобы дестабилизировать определенным образом ситуацию в автономии? Ну, во-первых, в рамках рабочей группы на разных площадках, еще летом, осенью, мы говорили о том, что если парламент примет данный закон, это все приведет к противостоянию. Политическому противостоянию. Гагаузия окажется в изоляции, ухудшатся взаимоотношения, и последствия, как в перспективе, в стратегии, будут они носить, кажется, для всех политические, сами процессы, они будут иметь последствия негативные. Я не думаю, что для властей республики сегодня ситуация благоприятна даже с тем, что они смогли каким-то образом наказать Гагаузию. Да, чьи-то амбиции там сегодня взяли вверх, но последствия политические они будут нести, отрицательные для них тоже. То есть нужно просто в политике просматривать немножко дальше. Мы им объясняли, что Гагаузия все-таки это часть Молдовы, мы часть страны, и загоняя в изоляцию Гагаузию, они, собственно, создают такие открытые дискриминационные действия по отношению к целому народу, они неправильные. И вот как с этого тупика сейчас выходить, как возобновлять, мне трудно сказать. А понятное дело, что кому нужно противостояние, они как раз сегодня пожинают эти плоды. Им это выгодно, да? Мы говорили об этом, что вы заставляете, вы загоняете, в принципе, создаете такие предпосылки, чтобы Гагаузию, скажем так, собирать некое протестное, такие больше настроения против Кишинева, при том, что основная масса даже не понимает и не будет понимать, из-за чего это все произошло или происходит. Если мы говорим о каком-то вероятном сценарии, не о решении Конституционного суда, потому что его мы, скорее всего, увидим, если не завтра, то думаю, что в любом случае в ближайшее время. Но если говорить о политических последствиях всей этой ситуации, какие они могут быть для Гагаузии, уже исходя из того, к чему мы уже пришли к сегодняшнему дню? Вы сказали, в любом случае, если мы приходим к некой неплатежеспособности, ведь разрушенная и нарушенная финансовая устойчивость, хоть какая она ни была, она была хрупкая, слабенькая, она разрушена. Вот. Все эти разговоры про социальные проекты, поддержку малоимущих, поддержку в отопительный период, их платить нечем, просто платить нечем, потому что денег нет. Вот как мы с вами даже проговорили, исходя из плановых, налог на предпринимательскую деятельность, налог на прибыль, там, в принципе, завышенные, плюс часть мы потеряем, бюджет Гагаузии не доберет большие суммы. Их просто не будет хватать, нечем будет платить. А с учетом того, что мы слышим, что нету никаких проектов, нету никаких инвестиций со стороны республики, это усугубляет ситуацию еще сильнее. Поэтому положение дел, мне кажется, достаточно очень нехорошее. Вот упираться можно, но надо понимать, ради чего, ради кого и ради чего. Вот людям надо понимать. Вот получилась такая ситуация, она очень плохая. Да, мы понимаем, что выборы сломали Гагаузию совсем. Почему народ так избрал? Это вопрос к народу. Осознают ли люди, что они сделали, сотворили? Я не знаю, я не могу об этом судить. Но Гагаузия оказалась просто в каком-то капкане. А сегодня вы знаете, было обращение со стороны руководства Народного собрания и Евгения Гуцу к ряду посольств. Но, в общем-то, в публичном пространстве не было никакой реакции со стороны этих дипломатических миссий. Но ряд послов, в том числе и в интервью для нашего портала, говорили о том, что пока не будет точки в вопросе с выборами, определенного официального диалога и не будет со стороны посольств с властями автономии. Вам известно каких-то реакций, скажем так, дипломатов, официально, неофициальной, по всей ситуации в автономии?
Я абсолютно не посвящен в эти переговоры, я не участвовал, не знаю, ни с кем об этом не говорю. Но по части сказанного вами, я как-то и слышал по части позиции властей республики, что пока не будет поставлена точка в вопросе с расследованием выборов, ну тут-то вопрос как раз и к властям республики, потому что бесконечно оттягиваться вопрос не может. Мы говорили, если у вас все в руках, все у вас структуры, прокуратура, все в ваших руках, если есть нарушение закона, то будьте добры, привлекайте. Если нет, то снимайте этот вопрос с повестки дня. Поэтому насколько это будет тянуться в таком подвешенном состоянии, непонятно. Но ситуация достаточно очень неординарная, непонятная. Ни позиция властей непонятная, честно говоря, Республики Молдова, ни перспективы Гагаузии. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Надеюсь, что, как минимум для нашей аудитории стало немного понятнее, как обстоят дела вообще с процессом тех изменений, которые были внесены в налоговый кодекс по поводу части возмещения НДС. Нужно признать, что ситуация непростая, а власти Гагаузии, в общем-то, то ли некомпетентны, то ли делают намеренно какие-то вещи для того, чтобы не решать проблему, а как минимум приводить к еще большей изоляции гагаузской автономии. Вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале ЛАФМД. Сегодня нашим гостем был депутат Народного собрания Сергей Чимпаеш. И сегодня мы говорили о перспективах и последствиях того исполнения закона о возмещении НДС. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях.